А может, уже просто пора признать и досмотреть это видео до конца, и вы узнаете о реальной ситуации в стране. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Стратегия 2030 состоит из 3 этапов. За 14 лет планировалось перейти к новой модели экономического роста. За счет инвестиций, экспорта, импорта, замещения вырастить экономику и, наконец, завершить индустриализацию. Что имеем на сегодня? В декабре 2016 года Нижняя палата парламента Таджикистана приняла национальную стратегию развития на период до 2030 года. Для ее разработки пригласили 104 экономиста и эксперта, не названных партнеров по развитию, сотрудников министерства, комитетов и агентства, а также международной организации. Документ был утвержден на уровне 118 миллиардов долларов. Как долго разрабатывалась стратегия и сколько стоила разработка, информации нет. Правительство Таджикистана одобрило проект закона о госбюджете республики на 2016 год в объеме 18 миллиардов 306 миллионов самани. Об этом сообщалось в СМИ. В сравнении с годовым бюджетом почти 3 миллиарда долларов деньги на стратегию были заложены не просто большие, а очень большие. При этом колебания курсов мировых валют, а также прогноз курсов в расчет как-то не брались. Самые большие вложения в стратегию – деньги бюджета 56 миллиардов долларов. Частный сектор вложит 55 миллиардов, а партнеры по развитию 7,3 миллиарда. Некруглые цифры должны были, вероятно, убеждать в том, что проекты развития детально подсчитаны, и министерствам остается только следить за выполнением планов. Все эксперты, читавшие документ, отмечают совершенно верные цели до 2030 года. Среди них главное – обеспечение энергетической безопасности, выход из коммуникационного тупика, обеспечение продовольственной безопасности и расширение продуктивной занятости. Однако планка достижений в экономике была установлена очень высоко, и несмотря на поиск в богатых странах наибольших инвестиций первыми лицами, успех этих поисков был незначительным. В числе главных целевых индикаторов стратегии – уровень бедности. К 2030 году уровень крайней бедности, который в 2015 году составлял почти 16%, должен быть снижен к 2030 году к нулю. Уровень бедности в 2015 году с 31% задумано снизить до 15%. Но тут дело вот в чем. С точностью до 0,1 можно замерить температуру воздуха и деньги в кошельке пенсионера. Но указать отношение средней пенсии к 1 килограмму мяса по годам в качестве целевого индикатора не предложил никто. И для замера уровня бедности вряд ли кто-то будет ходить по домам с карандашом, и вряд ли это можно проверить. Сколько напишут чиновники, так и будет. Как ожидается в стратегии, доля среднего класса должна вырасти с 22,5% в 2015 году до 50% в 2030 году. Но по данным независимой газеты от 25 июля 2022 года доля среднего класса в России составляла только 11,5% семей, причем исследователей трудно заподозрить в том, что эти цифры появились в зависимости от достатка тех, кто их пишет. Однако сравнивать Таджикистан и Россию нельзя. Если доходы разные, то и процент среднего класса тоже разный. Тем не менее, еще в начале 2017 года ряд экспертов выразили сомнения в реальности заявленных цифр. Кое-кто даже сомневался, нет ли в них опечатки, а к февралю 2023 года, после истечения срока действия стратегии, сомнения только окрепли, и вот почему. Если разделить 118,1 миллиарда долларов на 14 лет с 2017 до 2030 года, то в среднем в год получится 8,43 миллиарда долларов, в разы выше годового бюджета. Деление суммы частных инвестиций 54,7 миллиарда долларов на 14 лет показывает, что начиная с 2017 года плановый объем вложений в развитие частными лицами должен составлять в среднем 3,91 миллиарда долларов в год. Но если имелись в виду денежные переводы мигрантов, то эти деньги высылаются в значительной мере на свадьбы, на питание родственников. И даже с учетом денежных переводов трудовых мигрантов из всех стран, где они трудятся, таких денег, сопоставимых с затратами на завершение стройки Рагунской ГЭС, не хватит. Таджикистану существенно помогает Азиатский банк развития. Судя по информации самого банка, он сотрудничает с Таджикистаном с 1998 года и за 25 лет выделил стране 2,5 миллиарда долларов в льготные кредиты, безвозвратные гранты и на техническую помощь. Но это тоже немного. В середине января 2023 года Таджикистаном и Международная социальная
Ассоциацией развития подписано соглашение на $116,5 миллионов. Но и это не те деньги, которых должно хватить. И даже не вдаваясь в детали курса таджикской валюты с амани и российского рубля к доллару, надо заметить, что реальных вложений в развитие и подтверждающих цифр совершенно немного. Такое ощущение, что стратегия просто красивая объяснение на бумаге, но не реальность. Изначально стратегию планировалось реализовать в 3 этапа. Первый охватывал период с 2016 по 2020 год и предусматривал переход к новой модели экономического роста. В его основу был положен рост экономики, основанный на инвестициях и экспорте, а также импортозамещении. Второй этап с 2021 по 2025 годы предусматривал ускоренное развитие, основанное на инвестициях. И на третьем этапе 2026-2030 годы должна завершиться ускоренная индустриализация и быть создан потенциал для развития на основе знаний и инноваций. Между тем, насколько успешно завершен первый этап и как выполняется второй, найти в публикациях в СМИ и принять на веру весьма сложно. Точно так же, как и принять на веру статьи с одной победной цифрой о том, что разные программы – это часть стратегии 2030, и выполняются они на отлично. Поэтому ответить на вопрос, будет ли набран $118,1 миллиарда проблематично. Тем не менее, в мае 2017 года стратегию презентовали в Пекине на круглом столе ШОС, в котором приняли участие более 50 представителей науки, дипломаты и бизнесмены. Прошли презентации в министерствах, ведомствах и международных организациях Таджикистана. В сентябре 2017 года ее обсудили в Нью-Йорке с заместителем генсека ООН по социальным и экономическим вопросам Лиу Джинминь. Информационную поддержку стратегии оказал московский центр Льва Гумилева. Стратегия на 100% получила поддержку и пиар, но по словам о ежегодном расцвете страны, критические голоса ведущих политологов вряд ли были замечены. Однако еще в 2016 году таджикский политолог Парвиз Муладжанов в интервью Центральноазиатскому бюро аналитической журналистики говорил: «Пока мы не улучшим свои международные рейтинги, таких денег международные финансовые институты нам не дадут». Касаясь денег, он заметил, каких-то особых новых идей, кроме как новой цифры в $118 миллиардов, я не заметил. И то не ясно, как и каким образом проводили подсчеты, определили и обосновали именно эту цифру. С коллегой согласен эксперт Хурсант Хурамов. В условиях, когда бюджет республики составляет чуть более $3 миллиардов, привлечение указанной суммы является совершенно нереалистичным. Тем временем Таджикистан продолжал строительство парков, площадей и монументов, продолжал осваивать деньги на конференции и поездки, но назвать это развитием сложно. И даже если объему финансирования включить небывалый ранее объем гуманитарной помощи в 2022 году в $141 миллион, все равно не хватает. Хочется верить и в заявленные цифры и получить ответы на все вопросы, но дождаться ответа вряд ли получится. Никаких поправок в цифры стратегии 2030 года до сих пор нет, и в послании президента к парламенту республики на 2023 год нет. Поэтому может сложиться впечатление, что документ создан лишь для внутреннего пользования. Поэтому и возникают вопросы. Может быть, пришло время пересмотреть стратегию 2030 или лучше забыть о ней, как о ненужном документе? Ведь там вряд ли учитывалась пандемия, сколько Таджикистан потерял из-за этого всего. Как вы думаете, зачем была создана эта стратегия, на нее потрачены деньги и придерживаются ли ее вообще? Как вы к ней относитесь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.